Сейчас эфир продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова эпидобстановка в республике на сегодня? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется стабильным снижением. По сравнению с прошлой неделей количество случаев было на 20% меньше, чем неделя, которая была в начале февраля. За последние сутки выявлено 67 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что остаются высокими показатели в городе Якутске 29 случаев и в Мирнинском районе 12 случаев. Необходимо также обратить внимание на такие районы, как Тампонский, Усть-Майский, Аймиконский, в котором продолжает на настоящий момент выявляться большое количество случаев, и, соответственно, их оперативные штабы, учреждения здравоохранения и Роспотребнадзор работают над локализацией возникших контактов, над локализацией возникших проблем. В 7 районах у нас зарегистрировано от 1 до 5 случаев. За сутки проведено 1087 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 947 257 тестов. На 15 января 2021 года в республику всего поступило 42 412 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Новая партия вакцин в размере 15 130 доз поступила в субботу, 13 февраля. На настоящий момент учреждениями Саха-фармации и Министерства здравоохранения республики вся вакцина промаркирована, и, соответственно, мы начинаем ее передачу в медицинские организации. Сегодня, 15 февраля, является днем, по которым определен режим повышенной готовности на территории Республики Саха-Якутия. Указом главы Республики Саха-Якутия выйдет указ, по которому режим повышенной готовности сохраняется до 1 марта 2021 года. Приношу извинения. При этом непосредственно в самом указе будут определены ряд разрешительных мероприятий, своего рода послабления. К таким послаблениям прежде всего будет отнесено разрешение работы фудкортов при условии соответствующих определенных в указах в виде 50% вместимости в зале и расстояние между столиками до 2 метров. Кроме того, соответственно, будут разрешено использование банкетных залов при условии предельной численности посетителей не более 50 человек. При этом расстояние между ними также должно соблюдаться в размере 2 метров. Также необходимо обратить внимание на то, что разрешена будет работа букмекерских контор и выставочных мероприятий, которые на территории республики были ограничены. Кроме того, снимаются ограничения по режиму работы предприятий общественного питания, которые были установлены у нас в марте 2020 года. И вообще режим предприятий общественного питания возвращается в свой обычный доковидный режим. Однако при всех этих ограничениях, при всех этих послаблениях необходимо обратить внимание, что на настоящий момент в республике остаются меры, необходимые для самоизоляции для граждан пожилого возраста старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Остается масочный режим, режим соблюдения социальной дистанции, а также непосредственно не снят режим нахождения на удаленной работе более 50% от численного состава учреждений и организаций. На настоящий момент необходимостью не снятия режима, а продления больничных для непосредственно лиц пожилого возраста стал недостаточный
уровень вакцинации лиц пожилого возраста на настоящий момент для того, чтобы, так как у нас до сих пор основной группой, которая оказывается у нас в тяжелом положении на наших койках больниц, являются граждане пожилого возраста, то они сегодня получают приоритет в получении вакцинирования от новой коронавирусной инфекции. И в зависимости от этого и будут сниматься и ограничения. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Это был брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с информацией об эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Далее эфир продолжим новостями к этому часу и коротко о главных темах. Почти 30 стран одобрили применение спутника ВИ в прививочной кампании своих граждан. Больше нормы снега выпало в Алекминске в этом году. Как коммунальщики справляются с расчисткой улиц. В Роструде напомнили, что наступившая рабочая неделя станет самой длинной в году, но потом россиян ждет 3 дня выходных и всего 3 рабочих дня. Вакцина «Спутник Ви» одобрена к применению уже в 27 странах мира. Таким образом, она вошла в число 3 лидеров с наибольшим количеством разрешений по всему миру. За последние дни к клубу «Спутника Ви» присоединились Черногория, Казахстан, Сент-Винсент и Гренадины. Вот ожидается регистрация на крупнейшем рынке в Индии. Не без сложностей проходит регистрация спутника в Евросоюзе, однако работа в этом направлении продолжается. Администрация села Белькачи в Усть-Майском районе Якутии опровергла информацию о карантине из-за COVID-19. Цитата: «Указ об этом не поступал. На территории села не объявлен карантин», говорится в сообщении. По информации главы Александра Антипина, в селе коронавирусом заболели 30 жителей. Всего в Белькачи проживает около 180 человек. Некоторые из них уже выздоровели, так что на сегодняшний день их число меньше 30 человек, уточнил он. Ранее в социальных сетях распространилась фотография вывески с сообщением о том, что въезд в село и выезд из него запрещен до 28 февраля. Наступившая рабочая неделя станет самой длинной в году. Как напомнили в Роструде, работать предстоит 6 дней с 15 по 20 февраля включительно. Последний день будет сокращенный, зато потом будет 3 выходных с 21 по 23 февраля. А уже следующая рабочая неделя станет всего 3-дневной. Работать предстоит 24, 25 и 26 февраля. Следующие длинные выходные ждут россиян в марте. Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней. Перепись малого бизнеса в России пройдет в первой половине 2021 года. Сплошное наблюдение проводится 1 раз в 5 лет. До этого проводилось в 2011 и в 2016 годах. Информация в первую очередь необходима для совершенствования государственной политики в сфере поддержки и развития малого бизнеса. На территории Якутии должны отчитаться более 10 тысяч малых и микропредприятий. Из них свыше 7 тысяч организаций работают в городе Якутске. Сплошное наблюдение проводится в рамках федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства номер 209 ФЗ. Количество индивидуальных предпринимателей, которые должны предоставить отчетность, составляет около 30 тысяч единиц. Из них примерно 12 тысяч сосредоточены в городе Якутске. Таким образом, более 40 тысяч респондентов должны предоставить отчетность в Росстат. На поддержку фермерам по нацпроекту в регионе направят более 100 миллионов рублей. В Якутии конкурс «Агростартап» проходит уже 3-й год. И в этот раз победители конкурса получат грантовую поддержку до 6 миллионов рублей в зависимости от направления развития хозяйства. На средства, выделенные по нацпроекту, компенсируют до 50% затрат, но не более 10 миллионов рублей. Они пойдут на приобретение сельхозтехники и оборудования для переработки сельхозпродукции. До этого года в гранте «Агростартап» могли принимать участие жители только сельских территорий, то с учетом уже новых изменений, город Вилюйск, город Нюрба, город Алекминск, выпал шанс принять участие в нашем конкурсном отборе на предоставление гранта «Агростартап». То есть второе изменение. Обладатель гранта открывает новые рабочие места, соответственно, сам глава хозяйства тоже признается работником. Третий момент. Индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующий ответ, могут принимать участие в нашем конкурсном отборе.
На полигон в Якутске вывезли более 65 тысяч кубометров снега. Его доставляют со всего городского округа, Якутдорстрой, управы города, управляющие компании, а также частные лица. Об этом сообщили в мэрии города. Накануне закончилась первая неделя трехмесячника благоустройства и очистки. Снежный полигон оснащен 4 степенями фильтрации для того, чтобы талая вода в последующем не содержала мусора. Больше нормы снега выпало в Алекминске. Первоначальный план на зиму был 7,5 тысяч кубов, но только за февраль убрали 3 тысячи. И это не учитывая объема автодороги УМНАС. Наш корреспондент Елена Фаст продолжит тему. В этом году уже почти выполнили объем прошлого года по уборке снега. 3000 кубов убраны и вывезены из города. Первоначальный план на этот год 7500 кубов придется корректировать. Придется нам объемы еще больше увеличивать для подрядчиков. Еще столько же предстоит вывести. То есть в 2 раза объем будет увеличиваться. В работах задействовано 3 подрядчика: ООО «Дороги Алекмы», содержание дороги УМНАС, ИП «Сорокин», дорожное полотно и подсыпка песка, и ИП «Сайфудинов», очистка общественных пространств и пешеходных дорожек. Очистка снега по городу уже 3-й год подряд у нас проходит в рамках муниципального контракта по зимнему содержанию общественных территорий. Общественные территории входят все площади, скверы нашего города, а также наиболее проходимые пешеходные дорожки. А по улицам у нас отдельный контракт на зимнее содержание уже дорожного полотна. Это 50 улиц, проходит по ним очистка, то есть грейдирование и подсыпка, также с вывозкой снега. Объемы действительно намного больше. Об этом говорят и подрядчики. В некоторых местах для уборки привлекается тяжелая техника. Допустим, у нас это 2 раза стоит в месяц уборка. На примере этого сквера, да, мы увеличим его, получается, где особо проходные места. Мы их стараемся почаще. Даже больше, чем в прошлом году. Снега, наверное, все видят, да, что побольше. У нас увеличивается, в общем, интервал этих очистки. Завтра у нас площадь, допустим, Победы чистится. Трактором, большие площади, она трактором чистится. Потому что руками это просто нереально их чистить. Решен и еще один важный вопрос. Снег вывозится на определенное место. Специальный полигон для вывоза снега. Здесь закрепили ответственные предприятия дороги Алекмы и АТП, которые у нас занимаются обслуживанием дорог. Здесь они сгребают раз в месяц снег в куче валы и весной будут проводить здесь уборку. Все равно со снегом бывает попадается мусор, поэтому субботник необходим. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Теплые остановки в столице Якутии намерены оснастить оповещателями о прибытии автобусов. Об этом сообщили в мэрии города. Оборудование будет установлено для того, чтобы пользование общественным транспортом стало удобнее. В частности, для незрячих и слабовидящих пассажиров, говорится в сообщении. Для этого доработают и программу «Умный транспорт». Кроме того, оповещатели появятся в салонах самих маршрутных автобусов. 15 февраля специалисты в области операционного дела отмечают свой профессиональный праздник – Международный день операционной медицинской сестры. В педиатрическом центре Республиканской больницы номер 1 побывала наша коллега Екатерина Винокурова. Своевременно подготовленный поданный инструмент хирургу, умение оказать неотложную помощь пациенту, знание хода операции и действий врача, просчитывая на несколько шагов вперед. Все это ежедневный труд операционной медицинской сестры. Здесь надо быть настолько внимательным, настолько сосредоточенным, да, иметь не только какие-то теоретические знания. Это, знаете, душа операционной. Она в ее поле зрения входит не только стоять и чисто свою работу делать. То есть она должна созерцать все вокруг себя, видеть все и всех в поле своего зрения, потому что до мелочей. Уровень квалификации этих специалистов, и это признается во всем мире, относится к высшей категории сестринского персонала, потому что во время операции жизнь и комфорт пациента находится в их руках. Требования к операционным сестрам в связи с модернизацией и усовершенствованием медицинского оборудования, конечно, требования стали у них очень высокие со стороны работы, отношения к оборудованию, так как непосредственно не только участие операционной сестры в ежедневной операции, в плановой экстренной, это на них еще
очень большая ответственность это за сохранность высокотехнологичного дорогостоящего оборудования. На сегодня в Национальном центре медицины Республиканской больницы номер 1 работает 3 крупных операционных отделения, в которых насчитывается более 60 операционных сестер, оказывающих высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь. Это наше отделение сердца, как говорится, детской хирургии, где проводятся все операции пациентам, начиная от 0 и до 18 лет. Здесь трудится очень высококвалифицированный коллектив операционных сестер, младшего медицинского персонала, где проводятся высокотехнологичные операции. У нас здесь 5 плановых операций, 5 плановых операционных и плюс еще экстренная операционная, где проводятся все экстренные операции. Микроинструменты, которые используются в основном для маленьких детей, для новорожденных, и мы их обрабатываем, ЦСО. То есть они требуют более тщательной обработки и аккуратной обработки. Мы их сдаем в определенных емкостях, чтобы они не испортились, зажимы не загибались, кончики, все было целое. Каждый раз перед операцией мы все проверяем, дабы ничего внутри у нас не сломалось, потому что это тоже трудность в поиске их. В связи с внедрением технологий операционные сестры наряду с хирургами совершенствуют свои знания и умения. Работа с новым оборудованием и инструментарием накладывают дополнительные требования к функциям данных специалистов. В последнее время, последний год, у нас внедрилось очень много новшеств, новых операций высокотехнологичных, к которым мы готовимся вместе со своими врачами заранее, все обсуждаем. Дополнительную литературу читаем, готовимся. Операции могут длиться от нескольких секунд, минут до, наверное, суток. По-разному бывает. Должность операционной сестры всегда считалась вершиной профессионализма профессии, так как выполнение этой работы предполагает высокую ответственность перед пациентом. Хочется в связи с этим поздравить наших медсестер с их профессиональным праздником. Еще раз хочется поблагодарить их за их труд ежедневный, то, что хирург сегодня не представляется возможным работа операции без них, без их участия. В московском метро запустили ролик о якутском кинематографе. Он посвящен выпуску специального номера журнала «Искусство кино», который полностью состоит из материалов о фильмах и режиссерах из нашей республики. Каждый пассажир столичной подземки сможет узнать о том, как зарождалась индустрия кинематографа в Якутии, какие картины пользуются большим успехом и каких международных и российских побед уже добились картины, снятые на якутском языке. Мы сделали множество проектов, связанных с якутским кино. Один из самых крупных и важных для нас, конечно, специальный номер, посвященный якутскому кинематографу, который выйдет уже в середине февраля, и можно будет его купить на нашем сайте с доставкой онлайн, в том числе и в Якутию. Этот номер посвящен якутскому кино мыслями не только ведущих российских кинокритиков, но также профессионалов из Якутии. И вместе они составили такой альманах, путешествующий в историю якутского кино, в его становление и в нынешнее состояние. Сын шестикратного победителя игр Дыгына Николая Дьяконова выиграл Кубок чемпиона по многоборью. 20-летний Вячеслав показал превосходные для своего возраста результаты в турнире при высочайшей конкуренции. Он стал 5-м в прыжках, 1-м в якутской вертушке, 14-м в масс-рестлинге, 9-м в стрельбе из лука, 3-м в беге, 8-м в хапсагае, 5-м в перетаскивании камня. Именно последний вид стал решающим. У Вячеслава Дьяконова было 40 очков, и он шел 2-м, уступая Леониду Филиппову 4 очка. В заключительном соревновании он занял 5-е место, пройдя 173 метра. А Леонид Филиппов прошел 110 метров, став 12-м. На этом завершаем выпуск новостей, но далее вас ждет много важной и актуальной информации. Не переключайтесь.